Коллекцию, которая... Сколько в твоей коллекции фиалок? В коллекции более чем 600 сортов, да, а с рук уже прошло более чем 1200 сортов. 1200, да. Отлично. Вот, когда заходишь в Сафару дом, мы там были с нашими ребятами, снимали, это все волшебно выглядит, знаете, как какая-то лаборатория в фильме «Марсианин», заходишь, и тут несколько стеллажей, вот такие замечательные цветы. И как давно ты занимаешься и выращиваешь фиалки? Фиалками я уже занимаюсь более чем 5 лет, с 13 лет. Вот у тебя была какая-то история, что как ты вообще, в принципе, эти фиалки? Да, вот наша школа, как бы дорога в нашу школу проходит через цветочный базар, который находится в Саховате. Вот я каждый день, когда проходил, я смотрел, ну, любовался, как бы, но интерес никакой не проявлял. Потом в один день мне подарили один простой какой-то там цветочек, лилия называлась. Я взял, посадил, вырастил, и потом все удивились, так как это было растение, которое растет в огороде, а я вырастил в горшке, и он зацвел. И после этого как-то я начал чаще туда ходить, и потом устроился там же на работу. Там же, это еще раз хочу отметить, то есть получается с 13 лет Да, ты работал на базаре Саховата, да, где продавали цветы. Да, да. Со скольки ты там работал? С 6 утра до 6 вечера. Да. И я помню, ты говорил, ты получал небольшие деньги. Я получал мизерный доход, там 15 в день. Это, ну... Тебя это не напрягало, что ради 15 сомоней в день ты сидишь целый день на базаре? Нет, просто в тот момент это мне нравилось, и как-то больше хотелось там времени проводить, и, ну, цена, ничего, я внимания не обращал, но я копил эти деньги потом дальше. Вот я помню, ты говорил, что тебе изначально взрослые не доверяли, думали, что это все глупость, и то, чем ты занимаешься, это глупость. Да. И ты мне говорил, что тебе не продавали семена, да? Да. Жадничали. Да, когда я начал выращивать фиалки, вот другие фиалководы, я хотел у них покупать детки, например, листики, что-нибудь, чтобы с них вырастить. Но они мне не продавали, не знаю, может быть, принимали за ребенка, который как-то просто насмешивается. Но нет, у меня намерения были серьезными, и они мне не продавали просто. Потом со временем я уже начал покупать, а на данное время многие из этих людей покупают у меня. Хорошо. Также ты отмечал, да, что многие из этих людей покупали у тебя, Да. и из-за того, что эти ребята не продавали, взрослые наши местные фиалководы не продавали тебе семена или что-то у них там просил? Листики. Да. Ты начал покупать их, ты начал сотрудничать с Кыргызстаном, да? Да, первая моя покупка, это были сортовые черенки этих же растений. Я купил в Кыргызстане, ну, с Кыргызстана. Мне оттуда отправили эти растения. Вот. Потом я уже начал работать с Москвой, потом Украина была, и еще другие, еще Казахстан, я оттуда тоже заказывал. И также туда я отправлял свои... Давай тогда к международному сотрудничеству чуть попозже вернемся, потому что там тоже интересная история. Как относились твои знакомые, родители, друзья, одноклассники к тому, что мальчик выращивает цветы? Все нормально относились, они не знали вначале, ну, узнали потом, уже позже, но все нормально, они наоборот удивлялись, и мама тоже как бы не была против, она наоборот поддерживала. Мама тебе и вообще родные разрешили вот такие вот огромные стеллажи дома устанавливать? Вначале были такие вот случаи, когда я вот сажал, да, сестра приходила, вот ты тут загрязнил, тут земля, то все брала и бросала об двери, и даже с окон выбрасывала цветы, и как бы это меня не остановило вообще. Вот. Ты говорил, чтобы выращивать такую огромную коллекцию фиалок, ты взял в кредит, что, кондиционер? Да, как я говорил, я же начал с 13 лет, тогда я не знал, как это все там, то, что они не любят жару, об этом я тоже не знал. Они, это фиалки, давай так. Да, фиалки. И потом купил большое количество листиков, и они все у меня сгнили, ничто не выжил. Ну, на большую сумму я это покупал. Потом я понял, что нужно покупать кондиционер. Я их купил аж 2.
И у тебя же получается от фиалок, получается от этого бизнеса, как он тебе называется? Сафар Да, мой проект называется Safar's Violet. Ага. Вот. У тебя же это получается доход от этого, да, еще Да. идет? И с помощью этого дохода ты покрыл весь свой кредит, который Да. кондиционеры и стеллажи. Да, все. Отлично. И вот, к международному сотрудничеству вернемся. Ты говорил, что ты создал в Фейсбуке какую-то специальную группу, где сейчас есть и Штаты, и Россия, и Кыргызстан. Вначале, когда начал заниматься, меня пригласили в Facebook, в группу, и я присоединился, но там все равно меня тоже начали давить на меня, и не получалось. Из-за чего давить? Давай почему? Из-за возраста? Не из-за возраста, потому что больше у меня брали растений, чем у других. Ага. У них уже конкуренция, они начали давить. Я тоже вышел с той группы, потом открыл свою группу, где там сейчас почти 4,5 тысячи. Да, 4,5 тысячи. Это разные фиалководы со всего мира. Да, группа называется «Лавка цветочника. Ассоциация фиалководов Азии». Вот, там фиалководы со всего мира, из Штатов, Москва, Украина, и Казахстан, Кыргызстан. У тебя также подчеркнем, что твои ролики набрали наибольшее количество просмотров у нас, 5000 просмотров на Фейсбуке и где-то так тоже 7,5 тысяч просмотров, нет, 10,5 тысяч просмотров в Инстаграме. И тебе приковано тоже огромное внимание журналистов. Я знаю, что тебя снимал МИР, да, телеканал Да, МИР. первое мое интервью, это было радио Зуди, дальше пошел МИР, опять же, телеканал МИР, после этого Первый канал, после Первого канала еще телеканал Синамо, когда они снимали еще одну программу про цветы, про разные. После этого опять МИР и Азия Плюс. Отлично. Ты еще говорил, что у тебя, кажется, зарубежные СМИ тоже брали, нет? Да, зарубежные это только телеканал МИР, не в Таджикистане. Вот, а также я в книгах. Вот, про книгу. Ты говорил, что какой-то известный фиалковод в России пишет сейчас книгу топ-100 фиалководов, да? И ты в этой... 100 селекционеров со всего мира. Фиалочный альманах называется, где я там тоже присутствую. И мои сеянцы, сорта с Таджикистана. Вот. А также книга «Мир фиалок», «Моя фиалка», то есть в Украине. Там тоже есть мое интервью. Давай сейчас обсудим немного твои переломные моменты в жизни. Ты говорил, что несколько сортов фиалок или один сорт фиалок, ты вообще отдельные сорта, кажется, выращиваешь, селекционируешь, там генетический уровень, да? Да, я селекционирую, то есть создаю новые сорта. Да. И, как я понимаю, один из таких сортов ты посвятил своей маме. Нет, когда еще мама была жива, в Украине, в день ее рождения я попросил селекционера Елену Лебеску, чтобы назвала сорт в честь моей мамы. Она назвала, сорт называется Шуира. Вот, потом я подарил этот сорт маме. Мамы уже нет, но память о ней все еще живет в этом сорте. Классно, очень классно. Так, теперь со скольки лет ты, получается, доход получаешь на своем проекте? Если сказать только на фиалках, то с 15 лет. Ага, с 15 лет у тебя есть стабильный доход. Да. Ой, слушай, ты еще говорил, что к тебе приходят целыми компаниями, организациями, заказывают у тебя фиалки, да? Да. У меня заказывали разные компании, еще разные школы, по-моему. Это была школа детского балета, по-моему. Они брали у меня партию фиалок, по-моему, для своих учениц, чтобы они взяли и дарили эти растения своим мамам в честь 8 марта. Что значит фиалки в твоей жизни? Фиалки, многие люди, которые просто будут смотреть со стороны, они будут думать, что это простая трава, растение, которое растет, но нет. Фиалки это для меня что-то другое. Они поддерживают меня, дают мне силы, чтобы дальше продолжать. Например, когда сажаешь один листик, да, если кто-то другой посадит,
размножить растение. Ну да, растение размножить. А когда я это делаю, это для меня, когда с листика выращивается, появляется то иммунитет, какой-то такой, знаешь, твой внук. как Да, будто у тебя да. родился внук. То есть у тебя 600 внучат в твоем доме, да? Вот этих всех фиалок? Это уже, да, можно так сказать. Классно, классно. Есть вопросы? Ну-ка скажи, может, у тебя громкий голос, тебя слышно, нет? А что произошло, что вы начали увлекаться выращиванием фиалок? Ну, как я сказал, это был базарчик, и я потом уже купил фиалки, и просто эти растения меня вдохновили. Я уже начал создавать свои фиалки, потому что хотелось чего-то своего. Спасибо. Еще вопросы с этой стороны? Молодой? Вон. Мама. Ладно, хорошо, ладно. В социальной сети спрашивают, где можно приобрести ваши фиалки, сколько они могут стоить, и есть ли доставка, например, по республике Бхароги хотели, в других регионах? Да, доставка осуществляется по всей стране, вот, и зарубежье тоже. Мои фиалки можно посмотреть в моих страничках в Фейсбуке, в Инстаграме. В Фейсбуке я Сафар Шамсиев, а также в моей группе «Лавка цветочника». То есть доставка есть, да? Конечно, спасибо. Ага. А сколько будет стоить, я не знаю, одна фиалка? Ну, это зависит от сорта, новизны сорта и размера растения. Ну, начиная от 45. Это на готовое растение, которое же цветет шапочное и на стартеры без цветов. Это стоимость горшка же тоже, да? Я так понимаю. Да, это все в общем. Берете и все. Сафар говорил от 50 до 70. Это уже, да, это уже тоже также цветущие, но цена зависит от сорта. Скажите, а можно на цветах реально сделать бизнес, если вдруг кто-то захочет? Ну, интересно же, сколько человек зарабатывает. Да, конечно, можно. Вот, я тоже был резидентом бизнес-инкубатора и выиграл грант здесь. Вот, и дальше иду к своей мечте. Спасибо большое. Сафар, большое спасибо вам за очень вдохновляющую историю. И поскольку я в начале сегодняшнего мероприятия говорила о том, что у нас предстоят 16 дней против насилия, оранжевая кампания, я хотела уточнить, а есть ли оранжевые фиалки в вашей коллекции? Есть, конечно, есть, но именно оранжевые сорта пока не вывели в генетическом уровне. Есть такие смешанные сорта, желтый с красным, которые создают эффект оранжевости. Тогда челлендж от ООН «Женщины». Ждем оранжевых фиалок. Спасибо. Спасибо. Все, вопросов больше нет, мы переходим к другому спикеру. Если у вас будут вопросы, заказы к Сафару по поводу фиалок, можете к нему лично уже подходить, он будет до конца форума. Тогда переходим к другому спикеру. Все, Сафар, спасибо тебе.